Официальный Бишкек подтверждает, письмо из Кабула получено. Президент Афганистана Хамид Карзай просит главу Кыргызстана Курманбека Бакиева о встрече, чтобы обсудить возможность продления действия мандата, на основании которого в 30 километрах от Бишкека в международном аэропорту Манас базируется группировка ВВС США. Манас используется Пентагоном как аэродром подскока для проведения антитеррористической операции в Афганистане. Через базу перебрасываются армейские подразделения, вооружение и техника. Стратотанкеры совершают десятки вылетов для дозаправки над Афганистаном штурмовиков и бомбардировщиков, наносящих удары по позициям талибов. Поворотным для базы стало начало 2009 года. На переговорах в Москве президент Кыргызстана заявил о решении правительства вывести коалиционные войска с территории республики. Причины и экономические, и правовые. Курманбек Бакиев указал на то, что в течение нескольких лет не было на должном уровне проведено расследование убийства кыргызского гражданина американским военнослужащим. Мы неоднократно с американскими партнерами обсуждали тему о экономической компенсации Кыргызстану за пребывание. Но, к сожалению, не нашли понимания со стороны Соединенных Штатов. Правительство Кыргызстана приняло решение о том, что заканчивать срок прекращения нахождения военной базы на территории Кыргызстана. Решение о ликвидации базы по представлению правительства было утверждено парламентом. Причем Кыргызстан разорвал соглашение не только с США, но и со всеми странами антитеррористической коалиции. То есть Пентагон потерял возможность сохранить военный объект, например, сменив над ним флаг и вывеску. По действующим соглашениям база США должна быть выведена с территории Кыргызстана до середины августа текущего года. Я когда приземляюсь в аэропорту Манас, я всегда считаю, сколько самолетов американских стоит. И как-то получается так, что после заявления Бакиева, после встречи с Медведевым, база как бы уходит, самолетов становится больше. И вот буквально давеча, когда мы приземлились, я посчитал их уже 14 штук. Поэтому все разговоры о том, что в течение полугода база уйдет, это пока разговоры. В последние месяцы информация о том, что Вашингтон приложит все силы для сохранения базы Манас, появлялись неоднократно. Зарубежные СМИ сообщали о закрытых переговорах и консультациях, которые ведет администрация США и представители Кыргызстана. Бишкек все эти сведения опровергал. Когда с просьбой сохранить американскую базу к руководству республики обратился президент Афганистана, события приобрели несколько иной оттенок. На самом деле эта база выстраивалась в результате компромисса и совершенно естественного шага, который сделала навстречу Соединенным Штатам и Киргизия, и Российская Федерация. База была создана для того, чтобы обеспечить поддержку контртеррористическим усилиям коалиции в Афганистане. Да? На самом деле ситуация изменилась, война затянулась, война зашла в тупик. Сегодня эксперты на всех площадках обсуждают вопрос, что с этим можно сделать. Если совсем недавно о выводе американской базы из Кыргызстана говорили как о свершившемся факте, то теперь появились самые разные варианты. Официально переговоры между президентами Афганистана и Кыргызстана по этому вопросу могут состояться в рамках саммита глав государств ШОС, который пройдет в Екатеринбурге в середине июня.